Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Президент Аслан Бжаня провел расширенное совещание по подготовке к летнему курортному сезону. Российский электропоезд «Ласточка» совершил тестовый рейс в Сухум. В столице его встретили торжественно и с угощениями. В Музее боевой славы открылась выставка, посвященная ветеранам Александру и Екатерине Синявским. По оценке специалистов, в Абхазии в текущем году ожидается значительное увеличение потока туристов. Президент Аслан Бжаня провел расширенное совещание по подготовке к летнему курортному сезону, в котором приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств, главы администраций городов и районов. Кугут Савардани расскажет подробности. Открывая совещание, глава государства отметил необходимость тщательной подготовки и взаимодействия всех ответственных структур к туристическому сезону, добавив, что турсфера обеспечивает существенный вклад в социально-экономическое развитие республики. В 2023 году Абхазию посетили 1 миллион 400 тысяч человек. Из них с однодневным визитом в республику прибыли 500 тысяч. Количество объектов размещения достигло отметки 1025. В 2020 году их было всего 420. Количество прямых налоговых платежей от туристической отрасли составили 1 миллиард 42 миллиона рублей. Количество койко-мест в Республике Абхазия превысило показатели довоенного времени и составило на данный момент 46 275 койко-места. Впервые в 2023 году на международной выставке МИТа, это одна из двух крупнейших туристических выставок в мире, Абхазия получила самую высокую оценку как самый гостеприимный стенд. За 2023 год в эксплуатацию было введено 197 новых объектов размещения. Минтуризма республики активно сотрудничает в сфере туротрасли с различными регионами России и Белоруссию. Туристическая сфера развивается в Восточной Абхазии. К уже более 2 лет функционирующим объектам отдыха Очимчирская жемчужина и Тамыш-Вилладж добавятся еще 2 крупных глэмпинга в селах Кутол и Акваске. Министр туризма Теймур Асхишба отметил, что сотрудники министерства проводят рейдовые мероприятия по недопущению деятельности нелегальных экскурсоводов, а также ведется борьба с сайтами, распространяющими об Абхазии ложную информацию. В преддверии курортного сезона специалистами госстандарта и Минтуризма проведены рейдовые мероприятия на аттракционах «Зиплайн». Планируется проверить оказание услуг рафтинга, мониторинг точек реализации продукции, медовые дворы, дегустационные залы, сыроварни и объекты общественного питания. По словам главы Минтуризма, в 2024 году в республике ожидается рост туристического потока. В среднем туроператоры сегодня прогнозируют увеличение количества посещений нашей республики на 15-25%. Увеличилась глубина бронирования, соответственно, увеличился сам сезон. В преддверии курортного сезона МВД республики разработала специальный план организационных, оперативных и профилактических мероприятий, направленных на усиление борьбы с преступностью и охрану и безопасность туристов. Определена дислокация сил и средств. Имеются маршруты пеших патрулей. В этом сезоне будет задействовано 77 пеших патрулей, автопатрулей 51. Ежедневно на обеспечение правопорядка на вышеуказанных маршрутах будет выделяться 350 сотрудников милиции. Доклад о подготовке к курортному сезону представил министр здравоохранения Эдуард Будба. Он отметил, что Минздрав ведет активную работу, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний летом. Службе СЭС поручено проверять водоемы на патогенную микрофлору, увеличивать плотность отдыхающих согласно имеющей статистике. Еженедельные пробы морской воды будут брать с 15 мая, так как вода должна прогреться до нужной температуры.
Эдуард Будба отметил, что кадровый дефицит инфекционистов в летний период в республике решается благодаря сотрудничеству с российскими врачами. Их командировки в Абхазии уже стали традиционными. Глава Минздрава также подчеркнул, что массовый отказ от вакцинации, который наблюдается уже несколько лет, негативно влияет на коллективный иммунитет в стране, что приводит к распространению инфекционных заболеваний. В преддверии курортного сезона санитарная служба республики проводит ряд мероприятий. В первую очередь это контроль качества питьевой воды. Это контроль за объектами размещения отдыхающих. Проводятся проверки, в первую очередь, это те объекты, которые круглогодично функционируют, поскольку их можно проверять и в марте, и в апреле. И с 1 мая будут проводиться проверки уже сезонных объектов. В целях безопасности на водных объектах МЧС республики проводит работу с местными органами власти, владельцами пляжей. Проверяется оборудование. Глава ведомства Лев Квициния сообщил, что в преддверии курортного сезона проведены плановые пожарно-технические обследования объектов турсферы. За отчетный период плановой проверки проведены все зарегистрированные объекты размещения в органах КПН МЧС РА. В результате обследования устанавливается, функционируют ли данные объекты с нарушением норм и правил пожарной безопасности как капитального, так и режимного характера. В городе Сухум 113 объектов размещения, порядка 4000 койко-мест, 7 туристических компаний, 48 точек продажи путевок. Мэр Сухума рассказал, что в столице начался ремонт клинической городской больницы. Будет отремонтировано приемное отделение инфекционной больницы. Ремонтные работы ведутся в школах, детских садах, улицах. 50% дороги восстановлено по улице Яйра, которая, в принципе, 30 лет уже надо было сделать. Мы ее завершаем. И надеюсь, что на следующей неделе начинаем улицу Арзамба. Это вот улица Агума, вот там вдоль республиканского стадиона. Не, это все наши деньги, из которых там 10 миллионов нам помогла комиссия по юбилейным мероприятиям 30-летия Победы. По инвест-программе у нас первый этап улицы Когоня завершен, коммуникации заменены, и там предполагается укладка асфальтобетонного покрытия. Отрезок от улицы Лакоба до так называемого кафе Дэм или гостиницы Дэм, он уже сделан. У нас стоит в очереди улица Басария. Заместитель председателя СГБ, начальник пограничного отряда Рустам Латипов отметил, что в последние годы наблюдается рост количества лиц, пересекающих границу на КПП ПСО. За 2022 год 11 миллионов 774 тысячи 316, что было больше на 381 тысяча 465 пересечений. А уже в 2023 году мы наблюдаем существенный рост, который составил разницу на 1 миллион 88 тысяч 8 пересечений, что в общих цифрах составило 12 миллионов 862 тысячи 324 пересечения. В этом году, также отмечаем, если сравнивать динамику перехода за первые 2 месяца 2024 года по сравнению с аналогичный период прошлого 2023 года с небольшим ростом государственную границу пересекло в направлении Республики Абхазия 729 403 лица. Глава Гагарского района Юрий Хагуш рассказал о тех работах, которые проводятся в Гагре. Это укладка тротуарной плитки, озеленение территории, устранение последствий стихии. Только на демонтаж разрушенной после шторма набережной выделено 81 миллион 700 тысяч рублей. Юрий Хагуш также сообщил, что в Гагре в августе 2024 года откроется сквер имени второго президента Абхазии Сергея Багавш. Идут работы по восстановлению парка имени комсомольца и ряд других мероприятий по благоустройству. Глава Гудауты Рауль Лолуа рассказал, что район также активно готовится к предстоящему сезону и сообщил о показателях прошлого года. В районе, независимо от организационно-правовой формы, функционировало 260 хозяйствующих субъектов в количестве размещения койко-мест 9304. В Сухумском районе завершен ремонт разрушенной в результате шторма береговой зоны. Проводятся работы по расчистке маршрутов в села Ишера и Гума.
В Очимчирском районе проводится очистка набережной, ремонт дорог по туристическим маршрутам. Сегодня в Очимчире работают 5 санаторно-курортных объектов, 22 мини-гостиницы. В прошлом году в районе отдохнули более 16 тысяч человек. Источники посетили 59 274 человека. Пещеру Образкил посетило 4300 человек. Нам еще сегодня тяжело конкурировать с другими районами, но из-за того, что удаленно с границы, турист не доезжает. Но надеемся, что, и мы в этом уверены, что с открытием аэропорта турист у нас увеличится. В Кварчалском районе по линии инвестпрограммы идет ремонт и благоустройство улицы Апсилов, городского парка, автодороги из Кварчала в Акармару. О новом туристическом маршруте на Энгур-ГЭС в Гале рассказал глава Галского района Константин Пиля. У нас получилось в этом году отправить первую организованную туристическую группу, состоящую из 14 человек. Это были все граждане Российской Федерации. Это было в тестовом режиме для посещения Энгур-ГЭС, именно машинного зала и зоны, где происходит генерация. Это режимный объект, были соблюдены все меры предосторожности и безопасности. Заранее были паспорта, документы, была проинформирована пограничная служба, погрануправление ФСБ. Все это было очень быстро, минут за 20. Все документы проверили, люди были очень довольны. Это произошло у нас 15 марта. И 19 марта уже 50 человек приехали. Это был профсоюз экскурсоводов Абхазии. Экскурсоводы в количестве 50 человек приехали, посмотрели маршрут, как это все работает, были, с их слов, безумно довольны. В Новоафонской пещере были завершены работы по капитальному ремонту здания. Сейчас ведется капитальная замена левого крыла пещеры. В этом году в план мероприятий Рицинского заповедника входит благоустройство набережной части и смотровой площадки. Проект составлен и размещен на сайте парка. Аслан Бжания подчеркнул важность составления четкого плана обеспечения безопасного и благополучного туристического сезона. Руководители на местах предпринимают усилия, работа идет. Как всегда, хотелось бы, чтобы работа была более эффективной. Есть препятствия и объективного характера, и субъективного тоже. Поэтому, имея в виду, что туризм – это ключевая отрасль нашей экономики, мы должны думать над тем, как сделать эту отрасль динамично развивающейся и с точки зрения ее отдачи эффективной. Президент поручил особое внимание уделять экологии республики, брать пробы воды на качество из реки Бзыб и других водоемов, проверять качество питьевой воды и очистные сооружения на туристических объектах. Гугу Савардани, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Под председательством премьер-министра Александра Анкваб состоялось очередное заседание абхазской части рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией. Как сообщается на сайте Минэкономики, особое внимание было уделено вопросам разработки проектов в сферах здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения и таможенного права. В ходе заседания было отмечено, что с 2021 по 2023 годы было исполнено 27 из 44 мероприятий программы. Премьер-министр поручил участникам заседания ускорить работу по обозначенным вопросам и обратил внимание на необходимость соблюдения сроков согласования проектов. Впервые в Сухум прибыл российский электропоезд «Ласточка». В прошлом году он связывал Гагру и Сочи. В столице «Ласточку» встретили торжественно и с угощениями. Среди встречающих первый вице-премьер-министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, руководство и коллектив Абхазской железной дороги и, конечно же, наша съемочная группа. Репортаж Шазины Ханагуа. В Сухум прилетела первая «Ласточка», точнее прикатила по железной дороге. 25 апреля состоялся первый тестовый рейс электропоезда, соединивший столицу Абхазии и Сочи. Время в пути по сравнению с другим транспортом сократилось. Также вырос уровень комфорта. Электропоезд прибыл на Сухумский вокзал в 14:30. Время «Ласточки» в пути до Сухума около 4,5 часов.
Пятивагонный электропоезд «Ласточка» оснащен кондиционерами, розетками для зарядки гаджетов, местами для перевозки маломобильных пассажиров, площадками для размещения крупногабаритного багажа, а также выдвижными подножками для работы на низких платформах. Комфортабельный, вместительный и быстрый проезд определенно придется по душе и жителям, и гостям Абхазии. Среди первых пассажиров «Ласточки» генеральный директор АЖД Арсоу Читанава. Тестовый заезд выявил несколько проблем, но они устранимы. Конечно, есть замечания, но все они устранимые. До Гагры, в принципе, вопросов не было, а вот с Гагры до Сухума везде мы остановились, во всех платформах, на всех туннелях, во всех станциях. Все посмотрели, все записали, будем устранять. Дальше уже еще раз будет тестовый проезд. И по габаритам в основном здесь на «Ласточке» чуть больше габариты самой «Ласточки». И поэтому это же поезд впервые до Сухума, да, ну есть замечания. Первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба отметил, что цель тестового рейса «Ласточки» – детальное техническое обследование железнодорожной инфраструктуры, чтобы определить, насколько быстро и эффективно можно наладить постоянное сообщение с Сухумом. Для Республики Абхазия введение нового, так скажем, транспорта в виде знаменитой «Ласточки» имеет, конечно же, колоссальное значение. Безусловно, «Ласточка» – это всем известный нам вид транспорта, электричка. Она удобна для пассажиров, удобна будет как для граждан Республики Абхазия, так и для всех гостей, которые планируют посетить нашу республику. Я хочу выразить огромную благодарность коллегам из компании «Российские железные дороги». Ребята очень квалифицированные, специалисты высокого уровня. Они буквально в течение нескольких часов определили те моменты, которые необходимо исправить. По предварительной информации, по докладу руководства Абхазской железной дороги, ничего неисправимого нет. Все выявленные неточности возможно технически в ближайшее время исправить. Ну и как только будут налажены все вопросы, относящиеся к графику, к прибытию, к отправлению, мы уже будем проинформированы о точном графике расписания прибытия и убытия «Ласточки», с чем я вас всех и поздравляю. В прошлом году «Ласточка» совершала регулярные рейсы в республику, связывая Сочи и Гагру. Электропоезд удобен не только для туристов, но и для граждан республики. Щезина Ханагуа, Заур Кварча, Абхазское телевидение. Отчисления от продажи билетов в Ритинский парк и Новоафонскую пещеру будут направляться в республиканский бюджет. Такое решение принято депутатами Народного собрания. Также установлен размер пенсии депутатам парламента первого созыва. Что касается законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за клевету, оскорбление представителя власти, то они не получили поддержки народных избранников. Из зала заседаний парламента репортаж Гали Китрапш. 7 основных и 5 дополнительных вопросов рассмотрели депутаты на очередном заседании сессии парламента. Во втором и окончательном чтении внесены изменения в закон о налоге на прибыль организации. Закон преследует целью стимулирования развития экономики путем создания условий для инвестиционной привлекательности. Ставка в размере 10% на дивиденды юридических лиц теперь приравнена к ставке на дивиденды физических лиц. Парламент рассмотрел постановление об установлении отчислений в республиканский бюджет от деятельности Ритинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры. Проект закона предусматривает отчисление в бюджет 250 рублей с каждого реализованного билета, за исключением билетов детям от 8 до 12 лет и льготных билетов. Прогнозируемый объем поступления в республиканский бюджет – 160 миллионов рублей. Из них 152 будет направляться в качестве дотации в бюджет Гудаутского района. Данное постановление вызвало активное обсуждение. Если вам придется 152 миллиона направить в Гудаутский район, каким образом тогда мы собираемся помочь Скворчальскому и Ачимчирскому району? Это первое. Второе, если уже говорить о моем мнении, да, мы в прошлый раз, когда поднимали этот вопрос, если вы помните, уважаемые коллеги, мы приняли закон, который работал до конца 2023 года. Тогда тоже это мотивировалось тем, что мы хотим помочь этим районам. В частности, это были Скворчельский и Ачимчирский район.
И я, насколько знаю, да, там порядка от 15 до 25 миллионов получили сверхбюджета эти районы. Ну, так получилось, что на 2024 год у нас выпадение получилось по Гудаутскому району. Я не могу понять, для чего мы делаем это. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, я так понимаю, что мы сегодня, когда мы создавали рабочую группу, приходили сюда руководители Новоафонской пещеры и Рытинского реликтового национального парка, и они рассказали нам, какие проблемы у них сегодня в рупах. И мы сегодня, забрав у них 250 рублей, в моем понимании, оставляем их без работ, которые нужно проводить в этих рупах. Коллеги часто приводили аргументы, связанные с тем, что почему именно Рица и Новоафонская пещера. Я с этим совершенно согласен. Все туристические объекты, находящиеся на территории Республики Абхазия, они должны, значит, помогать всем районам, что называется. Да? Государственные, разумеется, Кан Валерьевич. Но в свое время, когда вносили, значит, изменения, не парламент, кстати, связанные с повышением билетов на посещение, значит, Рицинского парка и Новоафонской пещеры, говорили о том, что деньги от этого пойдут на Ачимчирский, Ткварчельский район и на Гудаутский район прежде всего. Увеличение будет, и также предусматривалась корпорация развития. Корпорации развития нет, соответственно, та концепция осталась. Я считаю правильным и это тоже упомянуть. С другой стороны, ну, все эти годы я, честно говоря, поддерживаю эту инициативу с точки зрения того, чтобы помочь именно Гудаутскому району, потому что и глава района об этом говорил. Он сказал, что им недостаточно средств хватает только на то, чтобы выплатить зарплаты работникам, ни на какие иные работы не хватает. Вот такая вот была концепция. Конечно, в последующие годы можно что-то изменить, но в проекте закона не указано этого, Тимур Абисалович. Мы должны были заранее об этом говорить. Если государство решило деньги себе, значит, забирать и распределять, но это, наверное, все-таки чисто по государству, наверное, подход правильный. Другой вопрос, как бюджет распределяется, насколько районы получают, достаточно эти деньги, недостаточно, это мы должны Алхаз сами решать, понимаете? Но сам принцип, я что подхожу Алхаз. После долгого обсуждения проект закона об установлении отчислений в республиканский бюджет от деятельности Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры был принят во втором окончательном чтении. В первом чтении приняты изменения в закон о национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа. Проект закона подготовлен в связи с необходимостью исключить противоречия в тексте закона, а именно разную трактовку термина «эквайр». Парламент установил верхний предел размера госпошлины за совершение нотариальных действий нотариусами государственных контор по удостоверению договоров поручительства. Смысл законопроекта заключается в том, что в некоторых видах государственной пошлины была необходимость вместо 0,5%, да, довели до 1%, то есть повысили. Некоторые виды пошлин были повышены. А там, где не было, значит, предела, значит, установлен предел. Вот 1%, не более 7 тысяч рублей. Далее депутаты внесли изменения в закон о статусе депутата парламента. Проект закона предусматривает ежемесячные выплаты депутатам Народного собрания первого созыва, исполнявшим полномочия депутата до ноября 1996 года. Пенсия устанавливается лицу, исполняющему обязанности депутата Народного собрания первого созыва, указанного в статье 27 настоящего закона, в размере 75% ежемесячного денежного содержания действующего депутата Народного собрания, включающего в себя сумму ежемесячного денежного вознаграждения, денежного поощрения и ежемесячного возмещения дополнительных расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, и при изменении ежемесячного денежного содержания действующего депутата Народного собрания Республики Абхазия пересчитывается в централизованном порядке. Следующим вопросом парламент рассмотрел проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия, который предусматривал ужесточение наказания за клевету, распространение недостоверных сведений, порчащих честь и достоинство или подрывающих репутацию, а именно лишение свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Проект представил полномочный представитель президента Батал Айба. Альтернативный вариант поправок к проекту закона представил и депутат Дауд Хутаба. Он сообщил, что проект администрации президента
на комитетском заседании не был рекомендован для принятия в первом чтении. Также необходимое количество голосов не получили и поправки к закону, предлагаемые им. По клевете норма предлагается со стороны администрации президента. В моем варианте по клевете нет, я ничего не предлагаю. Я предлагаю оставить ее так же, как есть. Хочу напомнить, что год назад мы вносили уже изменения в статью о клевете. Да, мы тогда добавили социальные сети, интернет, то есть, чтобы площадки они служили для клеветы. Помимо этого мы увеличили ответственность. Речь идет прежде всего о штрафных санкциях. В итоге, после обсуждения поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, ужесточающие наказания за клевету, приняты не были. Также депутаты не поддержали инициативу Даута Хутова. Парламент ужесточил наказание за нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта и ввода его в эксплуатацию. Если ранее строительство без получения разрешения каралось штрафом от 80 до 200 МРОТ, то теперь санкцию увеличили вплоть до 1000 минимальных размеров оплаты труда, что составит 60 тысяч рублей. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона обсудил министр внутренних дел Роберт Киут с заместителями и начальниками подразделений Центрального аппарата Министерства, городских управлений и районных отделов внутренних дел. Разговор получился открытым и жестким. Министр поставил задачу усилить работу по выявлению граждан, влияющих на криминогенную обстановку в районах, чтобы курортный сезон прошел спокойно. Подробности в материале пресс-службы МВД. Министр внутренних дел Роберт Киут провел рабочее совещание с заместителями, начальниками подразделений Центрального аппарата Министерства, городских управлений и районных отделов внутренних дел по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона. Так мы предполагаем, да, вот сегодня уже апрель месяц, и в апреле месяце мы уже видим, что к нам в страну едут уже отдыхающие и предвещают, что лето будет, так скажем, жарким. Жарким по погодным, наверное, условиям и, скорее всего, жарким по тому, как будет очень много людей, и необходимо будет обеспечить безопасность пребывания граждан с целью отдыха на территории Республики Абхазия. Хотелось бы отметить, что за последние годы существенно изменилась криминогенная обстановка в этом направлении, но это недостаточно. По Гагарской зоне непосредственно была поставлена задача выявить лиц, которые сегодня потенциально, возможно, могут влиять на криминогенную обстановку. В ходе работы, могу до вас довести все, выявлены две группы, вот, совместно с уголовным розыском. Две группы, которые занимались кражами по адресам. Обе группы задержаны, по ним проводятся следственные мероприятия. Далее. Сегодня у нас, помимо Гагарской, Гудаутской зоны, есть отдаленные участки, которые сегодня трудно контролируются, но в то же время нам необходимо обеспечить все маршруты безопасностью. Весь личный состав должен быть ориентирован на выявление именно тех лиц, которые сегодня могут влиять негативно на криминогенную обстановку. Будут требовать с каждого из руководителей по полной мере ответственности за любое происшествие, которое будет происходить в вашем регионе. Особые акценты Роберт Киут расставил на строгом соблюдении служебной дисциплины со стороны всех сотрудников органов внутренних дел, вежливом обращении с гражданами в рамках правового поля. Министр дал указание проведения образовательной и служебно-воспитательной работе с личным составом подразделений ГАИ. О принимаемых мерах по обеспечению общественной безопасности доложил заместитель министра Беслан Чкадуа. Вот эти 10 дней майских праздников, они нам должны приблизительно показать и слабые места, и те недочеты, которые у нас есть, для того, чтобы уже к полноценному летнему сезону мы были готовы как положено. Чтобы все сотрудники, независимо от того, они подчиняются в центральный аппарат или на местах, все были задействованы в охране общественного порядка в летний сезон. Все мы должны заниматься и патрулированием, и всеми теми задачами, которые в этом плане утверждены. Есть несколько у нас проблемных зон, где не хватает людей. Значит, для этого мы будем задействовать курсантов школы милиции там, на период майских праздников и начало летнего сезона. Потом уже курсанты
высших учебных заведений Российской Федерации, которые будут прибывать, мы их также будем задействовать для того, чтобы компенсировать ту нехватку людей, которая есть. Руслан Александрович, как человек, который курирует криминальный блок, хотел бы, чтобы вы тоже сказали несколько слов по этому вопросу, если есть какие-то мысли. Летним курортным сезоном нам нужно начать порядок с границей. Постоянная проблема, то, что происходит у нас на границе. И сейчас две группы, я просто начну с Гагры, а те, которые были задержаны, это не самые главные люди, которые делали погоды. Там еще есть, там происходят кражи и в Пицундах, и дальше и в Цандруши тоже. Нужно оживить и реагировать на все преступления. Начальники ГОР УВД отчитались о положении дел на вверенных территориях, комплекте, расстановке личного состава и готовности к обеспечению правопорядка в период летнего курортного сезона. В целях повышения эффективности отдельных направлений служб министрам даны указания оптимизировать штатное расписание ведомства. Отдельно повышено материально-техническое обеспечение подразделений Министерства внутренних дел. Максимально все, что возможно сегодня, все, что в наших силах и не в наших силах тоже, мы стараемся сделать, обеспечить вашу комфортную работу. Но бесполезная езда, уничтожение автомобилей, то, что сегодня у нас практикуется. Вместе с тем, Роберт Кют обязал взять под личную ответственность сотрудников за каждое автотехническое средство. Призвал сотрудников показать слаженную работу и ответственно выполнять возложенные на них функциональные обязанности. Уверил, что со стороны руководства МВД будет оказана усиленная материально-техническая помощь. По итогам совещания были приняты соответствующие решения и поставлены сроки их исполнения. Расширенный репортаж с совещания министра внутренних дел можно посмотреть на официальном сайте МВД. У жителя Республики Дагестан изъято запрещенное психотропное вещество. Далее оперативная съемка МВД. Жителю Республики Дагестан 1981 года рождения Шамилову Арсену Магомедовичу вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьей 223 Уголовного кодекса Республики. Последний незаконно приобрел и хранил капсулы запрещенного психотропного вещества, которые обнаружили и изъяли сотрудники уголовного розыска Гудаутского РОВД совместно с Новоафонским отделением милиции в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в городе Новый Афон. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит группа дознания дела внутренних дел по Гудаутскому району. Подозреваемый отпущен под личное поручительство. Впервые в Абхазии состоялась защита докторской диссертации по естественным и техническим наукам. Автором работы на соискание ученой степени стал Эдуард Кимкетов. Тема его диссертации посвящена целесообразности применения энергетических установок на основе самовосстанавливаемых источников энергии в условиях Абхазии. Официальными оппонентами Эдуарда Кимкетова стали доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой математического моделирования экономического факультета АГУ Сергей Багрецов, доктор технических наук, профессор Кубанского технологического университета Юрий Швецов, доктор технических наук, профессор Кубанского аграрного университета Игорь Юдаев. Знаковым событием назвал открытие школы МГИМО в Абхазии ректор университета Анатолий Таркунов. Ведущие преподаватели вуза будут регулярно читать для абхазских студентов лекции по самым актуальным вопросам международной повестки. Таркунов подчеркнул, что между АГУ и МГИМО существуют давние связи, и открытие школы будет способствовать их развитию. Школа МГИМО в АГУ открылась в среду, 24 апреля, при поддержке МИД Абхазии. Первую лекцию для студентов прочитал политолог Сергей Маркедонов. Уважаемый Олег Алексеевич, дорогие друзья, преподаватели, сотрудники, студенты, сегодня мы стали свидетелями знакового события – открытия школы МГИМО в Абхазском государственном университете. Ну, когда мы говорим о школе МГИМО, конечно, мы имеем в виду программу, которая будет реализовываться на регулярной основе и будет заключаться в том, что ведущие профессора, преподаватели МГИМО будут выступать в университете по самым актуальным, важным проблемам международной повестки. А сегодня, как вы сами понимаете, повестка эта непростая, требует анализа, требует такого, я бы сказал, вдумчивого взгляда в то, что происходит
сегодня на международной арене, как складывается новая геополитическая ситуация, как ведется борьба за создание многоцентричного мира, где не будет одного гегемона, а где государства, участвующие в международном общении, будут чувствовать себя комфортно, будут чувствовать свой суверенитет и будут принимать участие в решении как своей судьбы, в определении своей судьбы, так и в судьбах мира. Мы предполагаем, что в университете выступят наши специалисты, которые занимаются самыми разными проблемами, и геополитикой, и международными отношениями, и проблемами мировой экономики, и проблемами экологии и природопользования. А сегодня это тоже проблема международная, одна из центральных. Мы надеемся, что, конечно, наряду с вашей регулярной программой, которая определяет университет, вот такого рода вкрапления в виде лекций, выступлений, встреч со студентами наших профессоров, преподавателей будет для вас полезно. Ну, конечно, будем ждать и ваших откликов, отзывов на открытие школы и выступления наших представителей. У нас с университетом, с вашим, существуют давние связи, но я думаю, что открытие новой программы МГИМО эти связи не только укрепит, но и позволит нам подумать о том, как их развивать дальше. У нас в университете, кстати, учатся немало ребят из Абхазии. Работает абхазское землячество очень активно, и мы довольны работой ребят, их общественной активностью. В нашем международном студенческом сообществе они занимают довольно видную роль. Так что мы с вами, дорогие друзья, с вашим университетом, с вашим студенчеством. Хочу пожелать всем вам доброго здоровья и всего самого хорошего. В Музее боевой славы в Сухуми открылись фотовыставка «Памятники и мемориалы Великой Отечественной войны в Абхазии», выставка, посвященная ветеранам Александру и Екатерине Синявским. Представленные здесь фотографии, награды, благодарственные письма и грамоты передал в музей внук ветеранов Евгений Синявский. Большая часть из них станет частью постоянной экспозиции. Там же в рамках ряда патриотических мероприятий, приуроченных к 9 мая, прошел круглый стол, организованный КСОРС и Музеем боевой славы при содействии посольства России в Абхазии и 7-й военной базы. Репортаж Рады Чачава. Фотографии, награды, благодарственные письма и грамоты. Выставка рассказывает о жизненном пути двух героев Великой Отечественной войны – Александре и Екатерине Синявских. Екатерина Васильевна ушла из жизни совсем недавно. Она прожила более 100 лет. Александр Синявский также был на фронте и Великую Победу встретил в Австрии. Многочисленные награды и личные вещи ветеранов в Музей боевой славы передал внук четы Евгений Синявский. Все, кроме писем и грамот, станет частью постоянной экспозиции. Цель такая, чтобы каждый желающий мог визуально прикоснуться к истории не просто данной четы, а именно ветеранов, те, которые прошли в путь, добывая победу, даря жизнь последующим поколениям. Собственно говоря, за что мы безмерно должны им быть благодарны. Всю сознательную жизнь она старалась привить, вот, в частности говоря, за свое поколение, это вот трудолюбие, честность, отзывчивость, порядочность, любовь к родине. То есть то, что было в них вложено в самих, они старались нам это все отдать. Александр и Екатерина Синявские награждены множеством боевых орденов. Их жизнь и героический путь отмечены наградами и благодарственными письмами. Екатерина Васильевна была заслуженным учителем школы Абхазской АССР. Долгие годы преподавала она в Гулрыбской средней школе и обучала юное поколение немецкому языку. Евгений Синявский вспоминает о бабушке и дедушке трогательно, с теплотой. Он не только рассказал о том самом Дне Победы, воспоминаниями о котором с ним поделилась Екатерина Васильевна, но и продемонстрировал выставочные экспонаты, представленные в музее. Это значит боевые награды дедушки, бабушкины. Вот. Здесь вот письмо. Это, если я не ошибаюсь, датировано 41 годом. Полевая почта, тогда вот треуголки складывалась.
Бабушка всегда его демонстрировала, будучи живой, когда приходили к нам визитеры домой. Говоря за это письмо, это, по-моему, дедушке писала его мама на фронт ему. Дальше, вот здесь ее фотографии. Здесь и боевые, вот, с комсоргом батальона, вот, командир. Здесь вот ее однополчане. По завершении открытия выставки начался круглый стол, посвященный патриотическому воспитанию молодежи через сохранение исторической памяти о победе в Великой Отечественной войне. Мероприятие было организовано Союзом русских общин Абхазии совместно с Музеем боевой славы при поддержке посольства России и 7-й военной базы. Открывая дискуссию, Мзия Бея отметила, что память о подвигах героев необходимо хранить и передавать из поколения в поколение. Когда приближается такая замечательная великая дата, как 9 мая, День Победы, мы не можем не вспомнить о тех, кто уже не умер никогда, и тех, кто приближали нам победу в неимоверно трудных условиях. Одной из актуальных тем круглого стола стало продолжение работы по восстановлению и системному уходу за памятниками и мемориалами защитникам Великой Отечественной войны. Как рассказали спикеры круглого стола, имеющиеся в республике памятники планируется внести в специально созданный реестр. В последние годы в республике усилиями властей и соотечественниками были установлены или отремонтированы целый ряд мемориалов и захоронений павшим воинам. В то же время количество имеющихся в Абхазии монументов, посвященных их Великой Отечественной войне, это подтверждает вот фотовыставка, а также приближение 80-й годовщины Победы требует от всех нас постоянной и системной работы по уходу за ними. Поэтому для координации наших усилий предлагаем обновить имеющийся в посольстве перечень памятников и захоронений с учетом сведений, имеющихся у районных властей, соотечественников и энтузиастов. Эти памятники, мы хотим их взять на учет. Параллельно с нами занимается этим ИКСОС тоже. И мы решили совместить наши усилия и будем искать возможности их реконструировать. Секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба отметил, что необходимо с особым трепетом относиться к сохранению героической истории республики. Ведь жители Абхазии часто становились героями и принимали участие в событиях поистине мирового масштаба. Он также подчеркнул, что в Абхазии с особым трепетом относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Мы, конечно, должны делать все для того, чтобы молодое поколение училась на примере патриотов, защищавших нашу Родину во все времена. Мы живем в таком важном месте геостратегическом, я имею в виду в частности Абхазию. Поэтому нам приходилось в своей истории очень часто быть в водовороте событий мирового масштаба. И сегодня, конечно, мы особо отмечаем дату окончания Второй мировой войны 9 мая, но мы также должны помнить и о других событиях важных. В рамках круглого стола также была представлена выставка «Памятники и мемориалы Великой Отечественной войны в Абхазии». Рада Чачава, Камила Джопо, Абхазское телевидение. В Национальной библиотеке прошла ежегодная акция «Библия-ночь». Она направлена на популяризацию культуры чтения. В рамках мероприятия были организованы книжные выставки, квест-викторины, развлекательная программа. Также прошел литературный квартирник с участием молодых поэтов и чтецов. Посетить мероприятие могли все желающие. «Библия-ночь» – это социально-культурная акция, посвященная чтению. В эту ночь библиотеки расширяют время и формат своей работы. Впервые в Абхазии она прошла в 2017 году. А сейчас расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 26 апреля на территории Абхазии не ожидается осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 17-22, днем 26-31 градус тепла. Температура морской воды плюс 16 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.